Ну, во-первых, хочу сказать, сегодня новость такая очень важная. В Алушинском регионе, в Ускуте, это село Приветное, сегодня открыт национальный класс. 12 крымских татар пошли в первый класс. К этому мы шли, конечно, непростой путь к этому был, еще не было закона о региональных языках, но Аллах шкур уши олдур. Вот. На следующий год еще откроется крымско-татарский класс. Значит, это вакантные должности учителя крымско-татарского языка, начальных классов. Крымский татарин будет обустроен, на следующий год второй, третий, я имею в виду трудового устройства. Вот такая новость. Сегодня была открыта. Второе, хочу по региональным языкам сказать следующее. Все-таки закон принят, президент подписал его, там четко расписано. Принимать заново на районном уровне, на городском уровне этот закон, и тем более с изменениями в процентном соотношении, это будет противоречить основному закону. Юристы пусть скажут. Вот. Это надо понимать, и на этом надо настаивать. Закон есть, и он должен действовать. Я вам хочу сказать так. В исполкоме я работаю, вот только вчера начальник юридического управления подходит, я с ним здороваюсь, он начинает со мной разговаривать на крымско-татарском. Представляете? Я говорю, молодец, ты так быстро этот... Да, говорит, мы способны, можем изучать. Колесниченко сказал, каждый чиновник должен знать региональные языки. Вот. Очень многие начали мераба говорить, селям алейкум говорить. То есть вот такое вот положение есть. И ко мне лично обращаются, спрашивают Лугат хана, этот переводчик крымско-татарский. Вот в этом плане надо обратить внимание, то, что имеется, размножить, и чтобы изучали этот язык, чтобы его знали. Ну и прекрасно знаете на реплику Чубарова, что сказал Могилев. Он сказал, я на крымско-татарском с трибуны Верховной Рады выступаю. Могилев сказал, проблем yok. То есть движение пошло, лед тронулся, я думаю, это хорошо. Вот. И сметался не только национальные классы, и школы. По этому вопросу. Второй вопрос по 18 октября. Алушта регион Тарафтан Иштраки Теджемас, я думаю, за эти 1,5 месяца надо все предложения как обсудить, посмотреть и наилучший вариант выбрать. То, что именно акции людей, именно собрания, именно митинги, пикеты и так далее, это существенный рычаг в решении вопросов и проблем крымско-татарского народа. Мы через это прошли, мы знаем результаты, поэтому надо работать. Энде этмасти bizim Aluş'ta pek çalışan Halk Şurası öyle teşkilat var bizge. Toplaşık her hafta Cuma günü saat 2'ge camiye и anda çok meselelerimiz bakıyor. Вот по региональному языку предложение хартлардан үле çıktı. По этому языку, по этому закону мы имеем право паспорта, региональный язык, ну, вторую страничку, чтобы заполнили именно на региональном языке, то есть как крымско-татарский. Метрику получаем, метрику тоже на 2 языках, государственный и региональный. Мы можем выбирать свой язык. И вот когда у нас этот закон будет действовать на территории Крыма, Хартла Шураса Алушты предложение сделали провести акцию всех крымских татар, поменять паспорта, чтобы в паспорте на крымско-татарском было написано. Кто считает себя крымским татаром?